Так, в общем, нахожусь на площади Ленина, где происходит пикет в защиту главы Нюрнбергского улуса. О, подожди, я диктат этот. Вот народ тут в загоне стоит. Вот. Как всегда, всякие разные службы вокруг стоят, за всем этим следят. В общем, поскольку по правилам никаких лозунгов нельзя на таком пикете говорить, то как бы тут все выражается плакатами. Большая часть плакатов у нас глядит в сторону памятника Ленину. Вот. Здесь люди, скажем так, письменно выражают все свое несогласие с тем, что произошло. Вот. Ну, как я вижу, правило соблюдается. Никто ничего не кричит. Все вроде бы спокойно. Вот. Вот спрашивают, что это, против чего. Повторяюсь, это пикет в защиту главы Нюрнбергского улуса, которого, по мнению собравшихся, незаконно арестовали. Арестовали, по их мнению, за то, что он пытался передать, то есть защитить законно принадлежащие 10% акций Алроса. Акции эти принадлежали району, жителям района. А республика как бы хочет эти акции забрать себе, продать и свои какие-то долги по ЖКХ и прочим дыры, в общем, залатать в бюджете. С этим люди не согласны. Вот. Не согласны, поэтому стоят, топчутся. Ну, не знаю, мерзнут, не мерзнут. Но сегодня не так уж и холодно. Вот. Ну, скажем так, плакатов много. А вот кто-то нарушает правила, кстати. Вот что-то там танцует, орет. Это, по идее, запрещено. Вот. Вот. Люди собрались прямо напротив ДП-1. Наверное, Егор Афанасьевич через окно видит все это. Может быть, он тоже имеет какое-то свое мнение. Может быть, грозится кулаком или наоборот, смотрит на это грустно, сосредоточенно. Вот. А тут только гадать остается. Вот стоят правопорядка наши сотрудники возле елочки. Вот. Вот у нас здесь ледяные скульптурки вокруг. А вот, собственно, офис Алроса, из акций которого здесь идет весь сыр-бор. Ну, Ильич вот нам показывает на это все, что происходит. Вот, мол, до чего людей довели. 2017 на дворе. Товарищи, пора счеты менять. Наверное, так Ильич про себя думает. Вот. Ну, там Новый год как раз, да, тоже вот эта дата 2017. Вот, собственно, поток людей, который все это мимо проезжает, смотрит. Ну, наверное, какой-нибудь эффект от этого будет. Это еще? Это я трансляцию прямой делаю. Вот журналист, известный якутский журналист сайта Якутия-Инфо Денис Адамов. Денис, вот на твой взгляд, насколько вообще целесообразно выступать вот так вот перед нашей властью в виде пикетов? Я думаю, правильно, надо все равно. Надо, чтобы народу было больше, и чтобы люди были... Нет, я считаю, что все-таки правильно. Я одно время критически относился, что дескать, там это все там бесполезно. Все-таки это правильно. Народ должен проявлять активность, народ должен выходить и задумываться об этом, интересоваться, что происходит. Что творится-то? Так от этого, как ты думаешь, толк-то будет? Но я вот недавно прочитал книгу одну, в которой говорилось о том, что благодаря митингам в Великобритании в 30-е годы к власти не смогли прийти нацисты в Британии. Там пытались прийти нацисты к власти. Они пытались там устроить гонения евреев, там неугодных, но их партия так и не смогла прийти к власти, потому что британцы, в отличие от немцев в 30-е годы, очень активно выходили на митинги и протестовали, и власти испугались такой реакции. Я думаю, что все-таки польза-то есть. Ну, там в том доме, я думаю, тоже они понимают, что вот сейчас сегодня столько человек. А если завтра, допустим, какое-нибудь решение будет вынесено, ну, извини, там, против тебя, против меня, да? Ну, мало ли там, любого может коснуться этого. В общем, надо быть солидарными. Ну да, грубо говоря, сегодня пришли за
Поповым. Завтра придут там за кем-то еще. Ну, я понимаю, что дело спорное, да, там. И человека могли бы на самом деле на свободе оставить. Потому что он же не представляет опасность для общества, да? Ну а как ты считаешь, он все-таки ответственен за... То есть вот он сейчас находится за решеткой по каким-то коррупционным делам или все-таки за то, что посмел выразиться против того, как обращаться с акцией Алроса? Мне кажется, что не исключено, что и то, и другое. Совместил, так То сказать. есть, как бы, да, то есть он, как бы, человек же не может быть во всем не прав. Он может быть, ну, Или во всем идеален. Может быть, он своровал, но кто-то ворует и гуляет спокойно, а кто-то ворует, но при этом выражает свое мнение. Ну, Ворует и выражает свое мнение. да, кто-то ворует Это что-то новое. и в то же время борется за гражданские права. Ну, такой парадокс, как бы, да. Человек же личность противоречивая, разносторонняя, знаешь. Ясно. Спасибо, Денис. Ну вот, собственно, на этой оптимистичной речи завершаем наш трансляцию.